6 лет назад в нашей передаче мы показали братьев, 11-летнего Ваню и 10-летнего Васю. А 9 лет назад свою семью искали братья Ваня, Коля и Аесхан. Еще одного малыша, 6-месячного Артема, мы показали в нашей передаче 7 лет назад. 8-месячная Харыстана 4 года назад находилась в доме ребенка и очень нуждалась в семье. Все эти дети обрели семью, одну, в которой они теперь живут. И сегодня мы в гостях у приемной семьи Гороховых. Старшему из братьев Ивану уже 17 лет. Я учусь в промышленном техникуме имени Тараса Десяткина. Слесарь-сантехник. 15 июня уже буду заканчивать. Потом еще куда-нибудь поступлю, наверное. Своими успехами и планами с нами поделился 16-летний Вася. Вася, расскажи о себе, где ты учишься? Сейчас у Алдания в Аралахе. Учусь, 9 класс заканчиваю. Буду в этом 25 мая уже заканчиваю, последний звонок будет. Буду поступать. Я вот сейчас думаю, на кого поступать. Занимаюсь спортом, там в Аралахе вольной борьбой занимаюсь. И там боксом. Еще одно увлечение Васи – столярные изделия из дерева. Это полностью ручная работа из сосны делал. Я взял ее, просушил. Потом нарисовал такой рисунок, форму, то есть, дал. Потом лобзиком начал пилить. И потом уже ножом начал округлять. И потом вот этот узор там на лазерном станке делается. Там сперва на компьютере надо рисунок придумать. Вот это маме подарок. Рисунок придумать. А потом после этого уложишь на лазерный станок. И лазер уже сам так делает. В приемной семье Гороховых все дети занимаются творчеством. Вот и 12-летний Аесхан показал и подарил нам поделки из пластилина. А еще рассказал о своей семье. Я люблю лепить из пластилина. Я родился в 2012 году. Еще раньше я любил рисовать, любил постоянно гулять. И с братьями постоянно играл. Моих старших братьев, их двое, Ваня и Коля. Коле 15 лет, а вот Ване 13. Ваня обожает и играть в компьютере, а вот Коля более серьезный. Коля умеет готовить, мыть и следить за детьми. Тут у нас есть тетя Люда, дядя Стас, Вася, Изабелла, Харыс, Ваня и Маша. Еще одному нашему герою, Артему, 7 лет. В этом году он идет в 1 класс. Артем учится читать, писать и вовсю готовится к школе. Я умею играть пластилином. Я люблю разные машинки. В семье Гороховых 6 приемных детей, 3 на инвалидности. Их воспитание требует много сил и времени. И самое главное – найти к детям нужный подход. Ничего, справляюсь. Мы в репцентре ложимся. В Нерюнгрис ездили, учились там месяц. Так. На Каландрашвили в репцентре были, по Покровскому тракту были в репцентрах. Дети развиваются все-таки. Какое усилие делает родитель, так же и развитие идет. И вот когда говорят, что ребенок будет таким-то, таким-то, уже ставят точку на ребенке, никогда не надо этого делать. Надо развиваться вместе с ребенком, надо ходить, добиваться, потому что это такая ответственность, это человек, которого надо поставить на ноги, чтобы социализировался, чтобы он в эту большую жизнь вошел. И
Вот это цель наша прежде всего. Мы ни за какими наградами, наша семья не бегает, ничего не просим. Все идет, как говорится, по Божьей воле. День прошел, и то хорошо. И вот хорошо, что мы живы, счастливы и здоровы. Очень сложно брать детей, тем более с ОВЗ, с инвалидностью, с ЗПР, со всеми диагнозами этими неврологическими, их воспитывать. У меня же такого образования нету. И вот эти слеты, которые проводили фонд «Дети Саха-Азия», вот эти слеты, вот эти тренинги, вот эти пособия, которые они выдавали в виде подарков. Все, конечно, это нам очень пригодилось. Людмила Семеновна и Станислав Сталевич Гороховы воспитали 22 ребенка. Сейчас в их семье 6 приемных детей. Может быть, дети так и жили бы в детских домах, но благодаря приемным родителям у них сейчас есть семья. Они окружены любовью и заботой, строят планы на будущее, которые, мы уверены, у них обязательно исполнятся. Сегодня мы поговорим об особенностях подросткового возраста. Специалисты говорят, что подростковый возраст можно сравнить со вторым рождением, потому что там очень большая перестройка в организме, в когнитивном развитии. Если говорить про физиологию, это уже бурный физический рост и половое созревание. Тут происходит полная перестройка иммунной и гормональной системы. Это сопровождается утомляемостью, раздражением, переменчивостью настроения. То есть основная характеристика, про которую вот говорят родители, что ребенок раздражителен, вот такой, у него вот то смеется он, то уже агрессирует, да? Это уже перестройка, то есть это независимо даже от самого ребенка происходит у него в организме. Когнитивное развитие, это у них развивается абстрактное мышление, становится уже преобладающим, развивается критическое мышление, чувство юмора. Ребенок уже воспринимает жизнь как реалистичном виде, уже отходит от каких-то сказок, отходит от каких-то героев, супергероев, да, и появляются самостоятельные интеллектуальные какие-то свои интересы. По психологическому развитию, то если говорить, провести аналогию, то это если ребенок при рождении, он отделяется от матери физически, то в подростковом возрасте ребенок отделяется психологически от семьи, то есть у него появляются свои интересы. У него есть значимые другие люди, друзья, и мнение друзей, сверстников для него становится больше, чем мнение, например, родителей. Авторитет родителей, он снижается. Из-за вот этих всех изменений физиологических, когнитивных, психологических меняется мироощущение ребенка. Появляется у ребенка вопрос: кто я? К чему я иду, что вообще происходит, да? И иногда дети, подросток не находит на это ответы, и происходит кризис идентичности. Раньше ребенок был хорошим учеником, послушным сыном, активным одноклассником, да, а сейчас на эти вопросы «кто я?» Он уже не хороший ученик, какие-то появились трудности, он уже не такой спортсмен, он в футболу уже потерял интерес, например, и у него очень большие такие вопросы: а кто я? И тут, конечно же, нужна очень большая поддержка родителей, а зачастую дети эту поддержку не находят. Находят только раздражение, какие-то большие требования. Но из-за этих изменений, о которых мы поговорили ранее, ребенок
у ребенка хаос в голове. Он даже сам не может ответить, что происходит. Он даже сам не может знать, почему это происходит. И, конечно же, самое главное, чтобы с ребенком говорили, что подростковый период такое может происходить. То, что вот у тебя эмоциональное состояние из крайности в крайность, это нормально. С ребенком об этом нужно обязательно тоже говорить. Трудный подросток, какие-то трудности, да, мы говорим подростка, он сложный подросток. И, во-первых, самое главное, он трудный прежде всего для себя. Вот эти изменения, хаос, который у него творится в голове, трудно в первую очередь для него самого. И роль родителя, конечно же, это, во-первых, безусловно, принимать своего ребенка. Любить таким, какой он есть. И понимать, что это временное состояние ребенка. Родителям бывает очень сложно принять изменения ребенка. Он был таким хорошим, послушным, и раз он уже другой, не такой положительный, улыбающийся ребенок, которым он был ранее. Рекомендации, если говорить про рекомендации для родителей, то это, во-первых, соблюдать границы ребенка. Это в первую очередь, потому что подросток, если мы нарушаем границы подростка, то это ничем хорошим не закончится. Все равно конфликт. Нельзя отрицать чувства и эмоции ребенка. Они есть, они должны быть, и с ними нужно считаться. Если у нас не получается, все равно бывает такое, что как будто безвыходная ситуация. Нужно понимать, что если даже что, я могу обратиться к специалистам, к психологу. И через психолога мы можем выстроить тоже какие-то взаимодействия, если у нас есть трудности.